Ну и снова здравствуйте. Наступил день, вернее наступило утро, 11 ноября. Мы опять на наших елках Козьявар. И вот такое вот состояние реки Печоры на 11 ноября 2024 года. Как видим, протока уже замерзла полностью. Небольшие окошки возле берега есть. Ну а так она уже стоит. Снега нет, так что с каждой минутой лед становится все крепче и крепче. Григория сегодня на льду нет. Тут возле берега вот немножко открыто, но здесь, наверное, уже можно выйти на лед. Вчера он еще обходил там вот небольшая полыня еще вот осталась здесь. Вот. Здесь, я так думаю, уже можно перейти на лед. И вот до основного русла можно уже рыбачить, ставить палки на налимов. Основное русло у нас, конечно же, еще идет. Шуга большими пластами. Вот она, Печора. И приз минус 8. Тем более по прогнозу ожидается минус 4, минус 3. Больших морозов в течение 10 дней еще не ожидается. Так что вот в таком межсезонье Печора будет идти очень и очень еще долго. Ледостава ждать и ждать. Ну ничего страшного. На озерах лед встал, снега сегодня не было. Минус 8, лед стал крепче. Так что все хорошо. Можно будет уже смело ходить по озеру. Обловим это озеро, поедем на следующее. Будет видно. Поехали на проверку. Ну а первым делом проверим нашу ловушечку, которую мы вчера закинули на голянчиков. И если что, возьмем оттуда мальку. Погнали. Сантиметр, даже больше, сантиметра 1,5 замерз лед с вчерашнего вечера. Это при минус 8 градусов. Я так думаю, на озере без снега также примерно сантиметр льда стал толще. И это огромный плюс. Если мы вчера там ходили, в одном месте только сильно хрустело, не стал туда идти уже, то сегодня, я так думаю, можно смело ходить уже везде по озеру. Так, ну что, давайте посмотрим, влетели наши малечки, не влетели в нашу ловушечку. Водички наберем сразу, потому что потом придет грязная вода. Снизу. Так, ну что? Нет. Всего 2 малечка. Что-то не хотят. Вот раз. И 2. Ну, вот так вот. 2 малечка. Чистенькую воду берем для живцов. Попробуем там на озере поймать живцов. Ловушку пока оставляем. Отруби как раз у нас. Растворяться в воде. Может быть, что-нибудь залезет в следующий раз. Ну, а живцов добыть зимой тоже не так-то уж просто. Если летом здесь все кишит мальками, просто стеной стоит, закинул, набивается полностью, то зимой, как мы видим, не так-то просто. Ладно, есть у нас на примете еще одно местечко, где есть крупный речной гальян. Будем пробовать там. Ну, здравствуй, озеро. Доброе утро. А утро доброе, потому что вижу один загар. Вчера здесь щука у нас украла карася, сработала опять. Вижу второй загар. Дальше пока не вижу. Народу нет никого. И здесь пока
Тоже ничего, вроде бы как. Ну, сходим сейчас до конца, посмотрим. Два загара у нас уже есть. Это очень хорошо. И сейчас мы посмотрим, получится у нас поднять щучку или не получится. Погнали. Вот она, наша сработочка. И вижу, что вымотала полностью до петли. До петли вымотала. Это очень хорошо. И походу куда-то зацепилась. Походу куда-то зацепилась. Ну ладно, посмотрим. Так. Опа. Дергает. Что-то есть там. Что-то там есть. Так. Где у нас черпачок? Вот у нас черпачок. Кто-то там пока дергает. Вчера здесь у нас работочка была. Карася у нас украли. Ну что, смотрим. Дергать, подсекать здесь смысла сейчас нету. Ах ты, черт. Зацеп куда-то. Куда-то закрутила, зацепила. В корягу какую-то. Но пока идет. Очень тяжело. Но идет. Какую-то корягу мы тащим. Пока идет. Не знаю. Ой, не знаю. Блин. Какое-то бревно мы тащим с собой. И ничего уже не дергает. Вот, а вот она. Вижу щуку. Вижу щуку и вижу палку. Она закрутила. Щука небольшая. Небольшая щучка. Совсем небольшая. А коряга большая. Вот она. Вот она, наша щука. Вот она, наша палка. Все, палка уперлась. Так. Часть коряги достали. Бля, куртка мокнет. Так, вот. Часть коряги мы достали. Вот и щуку достали. Щука, щучка. Вот она накрутила тут вокруг коряги. Так, карасик, карасик, ты не уходи. Чуть не уплыл карась наш. Вот наш карасик еще живой. Вот такой маленький карасик. И такая маленькая щучка. И вот в животе, походу, еще один карась. Вчерашний, которого она украла. Вот такая вот у нас обжора она. Одного карася украла вчера. Вот в животе. Вот он. Да, по форме он карась. И вот накинулась еще на такого. Здесь же. Вот такая вот проглотина. Вот она. Вот он двойник. Кто-то, может, скажет, карандаш, его надо отпускать. Мы в спортивную рыбалку не играем. Мы рыбу ловим для пропитания, для еды, а не для баловства, как в городке говорил. Это же надо же, а? Уже рыбу для удовольствия ловят. Вот такой вот мусор вытащили. Ну вот, Янцекадан. Начало есть. Закидываем этого же карася обратно. И посмотрим. Может быть, что-нибудь клюнет. Если в течение дня поклевок не будет, я переставлю потом эту жерлицу. В общем, все как обычно.
Так, друзья, вот здесь подряд вижу раз, два, три и вроде бы четыре загара вижу подряд. Это здорово, но бежать к ним смысла нет. Если попались и заглотили, они сидят там нормально. Если нет, так нет. В первую очередь вот наша прикормленная луночка. Попробуем половить живца. А потом уже проверим эти 4 жерлицы. Ну, флажки глаз радуют, горят. Это уже хорошо. К 4, может быть, одна щучка-то всяко попалась. Посмотрим. Так, ну вот. Посмотрим. Клюнет нам плотвичка, не клюнет. Вчера сюда кинули несколько гранул комбикорма. Прошлый год Иван Григорьевич где-то в этой местности, но может быть ближе к середине, плотву ловил. Сейчас посмотрим. Минут 5, не больше. Ловится, немножко половим. Обычно с утра немножко поклюет, потом днем перестает. И потом уже после обеда немножко тоже. Время клёва как бы ограничено. Оп, есть поклевка. Поклевка есть, друзья. Отчетливо видел поклевку. Вот она, вот она. Клюет. Вот. Блин, вчера вечером под фонарик у нас, как мы видели, ловиться рыба не хотела. Совсем не брала. Ну, поклевка есть уже хорошо. Так. Ну, что-то или плотва мелкая, если это плотва, или берет слабо. Вот, видите, да? Надо было червячков, конечно, взять, возможно. Попробуем на игру. Блин, клюет ведь кто-то. Я так думаю, окунь бы уже зацепился. Как Иван Григорьевич говорит, отпускаем до дна. До дна отпускаем. Вот так до дна. Несколько раз постучали по дну и потихонечку начинаем отрывать от дна. Вот так вот дно. И плавно поднимаем. Вот так. Ну блин, что такое? Не могу поймать. Ну что, давайте-ка посмотрим с вами вместе, что творится там подо льдом. Просверлил еще одну луночку. Не знаю, если не сел аккумулятор, с прошлого года уже не включал. Камера коллекции. Так, как ей пользоваться-то? Ну, пока вроде бы заряд показывает. Не знаю, что и как. Так, ну что, давайте смотреть вместе. Включаем. Запись пошла. В принципе, лед тонкий. Видимость должна здесь быть. Она должна, но не обязана. Пока ничего не видим. Вот оно, дно. Дно уже увидели. Взболтали все. Так. Вот, видим плотвичку. О, она вроде бы подходила. Вот она, плотвичка. Плотва есть. Это уже хорошо.
так. Как бы сделать так, чтобы не намочить. Вот сколько здесь плотвы. Так. Вот так вот пешню поставим. На пешню. Чтобы я так не утащила. Вот так вот. Так, вон сколько плотвы здесь. Блин, все никак настроить не могу. Так, вот так вот сделаю. Вот так вот. Вот и вот вижу плотву. Так, немножко нам... Вот это окушок. Вот, рыбы здесь достаточно, как мы видим, но... Но я не вижу свою мормышку. Где-то она в стороне немножко. Попробуем крутануть. Не. Так, ладно, друзья, пока выключаемся, пока я здесь все настрою. Потом, если все получится, все покажу. Как мы видим, рыба есть, есть окушки, есть плотва. Просто я не вижу своей мормышки. Сейчас все настроим и все сделаем красиво. Здесь выключаем. И тут выключаем. Ну вот, вроде все настроил. Включаем. Вот она, моя мормышка. Подходит окунь. И что-то ей не нравится мой опарыш от слова совсем. Сжать его они не хотят. Ну-ка игру попробуем вот так вот поиграть. Вон плотвичка. Вообще тоже ровно относится. Рыба есть, но она не хочет есть. Вот окунь. О, плотва, 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 плотва. Плотвичка вон. Все-таки одну плотвичку мы поймали. Видели, да, как резко она откуда-то со стороны подошла и резко накинулась. Вот. Когда один живец есть. Один живец есть. То есть вот эти местные окуня, плотва, ходят им по барабану все. А вот одна плотва подошла и просто резко накинулась на эту мормышку с опарышем. Окуням пофиг вон. Он что-то пытается взять. Но без аппетита. Так, ну-ка остановим.
Так, у меня есть прикормка. Сейчас покажу, какая. Сейчас попробуем закинуть прикормку. Может быть, плотвы больше придет прикормки. О, что-то клюет. Что там было, я даже не видел. Что там было, я даже не видел. Кто там что клювал. А парыша, походу, потрепали там. Вон, тутти-фрутти. С протеином в гранулах. Просто несколько гранул. Сейчас насыпем туда, не разбавляя. И посмотрим реакцию рыбы на происходящее. Давай побольше немножко. Вот столько примерно. Вот столько, не жалея. Так, посмотрим. Что нам скажете вы на это? О, какой окушарик там плавает. О, плотвичка. О, плотвичка, давай. О, давай. Плотвичка более-менее. Вон падает прикормка. Одна за одной. Вот. Вот плотвичка, вон. Давай. Хапай. Чуть выше поднимем. Попробуем поиграть. Камера немного в сторону пошла. Но пока не трогаю, пока ее видно. Не трогаю, потом опять настроить будет очень и очень тяжело. Рыба есть. Размеры, конечно, небольшие. Почему-то здесь и окунь, и плотва мелкие. Оп. Ну, это окушок. Ну ладно, окушок так окушок. Для живца ты тоже пойдешь. Выбирать пока нам не приходится. Берем живцов всех. Живчиков берем всех. Потому что у нас живцов нет. Так. О, плотва развернулась. Блин, камеры уже не видно. О, оп, есть. Есть плотвичка. Вот так вот. Вот так. Видно, да, надеюсь? Прикормку кинули и плотвички наши стали активнее. Жалко, только камера куда-то в сторону ушла, и мы ее не видим. Вот более-менее крупная плотва подошла, значит, прикормка, получается, у нас работает. Вот. Прикормка работает. Не видно камеры, блин. Попробуем повернуть, если получится. Так, вот она. Где она? Слишком высоко, что ли, поднял? Нет. Еще приподнять немножко. Так, вот здесь. Да не крутись ты, ёшкин кот. Перебор. Перебор. Где-то здесь, наверное. Вот она, да. Вот она. Наша мормышечка.
О, давай, 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 давай. 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 А? Окуневый глаз, блин. Прям в камеру смотрит. Ну ты. Да вот, мормышка там, иди, вон. Ну, скажем, рыба активностью не страдает. Ладно, не будем смотреть камеру, будем смотреть сюда. На кивок. О. Давай, 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 вот плотвичка подошла. Как не смотреть камеру, когда все там видно? Ну, давай еще пару штук и пойду я в жерлице проверять, блин. Не хотят. Ну-ка. Оп, оп. Блин, остановил, вроде бы накинулась. Так, короче, им игра не нравится. О, плотвичка подошла. Так, попробуем так. Настоящего. Не, стоячего тоже не реагирует вообще. Блин, рыба есть, но полностью игнорирует. Вон, вон, может повыше сделать, так? Что-то ей не нравится. То ли мормышка, то ли опарыш не нравится. О, плотва подошла, может она возьмет. О. Не понравилось. Не хотят. О, взяла и плюнула, блин, не успел. Не успел подсечь. Начали прикормку жрать. Ну правильно, сейчас они наедятся и все. Но то, что прикормка приманивает, это точно. Вон сколько рыбы подошло. И они начали просто дербанить прикормку. Так, ну что, думаю, все понятно, все ясно. Клёва нет, рыба есть. Вот, давай, давай, опа, есть. В приглядку получилось. В приглядку я даже не на кивок не смотрел. Заметил, что плотвичка взяла в рот мормышку. И мы успели подсечь ее. Так, 3. Давайте еще одного поймаем уже вместе с вами. И потом будем выключаться. Мы и так уже вон 10-11 минут снимаем подводный мир. Так, ну что? Пишите в комментариях, интересно вам такие съемки, не интересно. В принципе, все видим вживую. Мне вот смотреть интересно. О. Ну, прикормка работает, это 100%. Вот они подошли к прикормке и просто жрут ее. Ну. Оп. Хе-хе-хе. Прикольно, оказывается, с камерой-то рыбачить. Я даже на кивок не смотрю. Заметил, что она взяла в рот. И сразу подсекаешь, и нормально получается.
Так, ну все, 4 штуки у нас есть. Можно идти проверять. Можно идти проверять наши жерлицы. Потом, если что, после проверки еще половим. Так, ну что? Кто смелый? Давай пятую. Оп. Нет. Окушок брал. Оп. Глубина здесь нормальная, но пока лед тонкий, видимость хорошая. Весной здесь видимости почти 0. И не знаю почему, но нет крупных окуней, крупной плотвы. Есть, но очень и очень мало. Здесь или порода такая, они все мелкие, или тут они как детский сад. Мелкие разводятся, или крупную сетями вылавливают летом. Но щуки же есть нормальные. Вот не знаю. Но активности мало. Ну, кто там смелый? Давайте еще одному. Ну, не хотят, как хотят. Не будем тратить время ваше и наше. Выключаем. Выключаем камеру. И выключаем GoPro. Пойдем проверять жерлицы. Так, ну что, наверное, пришла пора проверить наши загары. Тем более, что кроме наших 4 ночных загаров, что сработали, вон свежая сработка. Свежий загар. И сейчас мы посмотрим. Начнем со свежего загара. И потом проверим эти 4. Вчера здесь ходил, все хрустело, все трещало. Сегодня, как мы видим, передвигаясь уже смело. Лед не хрустит, не трещит. В принципе, как оно и ожидалось. Спасибо потеплению. Вот здесь вчера была щука у меня. На спуске прямо ударила. И вот свежий загар. И это не та жерлица, которую мы сегодня утром проверили. Видать, лед не такой уж толстый, что... Так, это очень хорошо. Это... Так, вымотало полностью. Это тоже хорошо. Самая хорошая погода для рыбалки на жерлице. И не тепло, и не холодно. Не так холодно, чтобы мерзнуть, и не так тепло, чтобы все таяло. Лед потихонечку становится все крепче. Ну, с Богом. Так, пока идет. Пока идет, не знаю, дойдет ли. Вот она идет, щука. Вижу. Оп! Опа! Реакция есть. Сошла прямо в лунке. Ну, вы сами все видели, да? Вот такая вот чуренция. Отпускать, конечно же, я ее не буду. Янскадан. Карасик сработал. А счастье было у нее так близко. Зацепилась слабо. Недавно не успела заглотить. Так, карасика отпускаем обратно. А сколько раз так бывает? Доведешь до лунки, и она прямо в лунке сходит. Ну, на этот раз, видать, она была моя. Раз так все получилось. Янцикадан. Все просто замечательно.
Вторая щучка на сегодня. И третья, в общем, в зачете. И живца даже сэкономили. Так. А катушка-то как туго крутится почему-то. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, лови дальше. Раз карасика не съели, значит карасик будет работать еще. Вот так вот. Вот как-то вот так вот. Вот так вот. Ловись, рыбка. Мала и велика. Мала и велика. Вот такая вот ловись. Ну что, еще +1. Пошли дальше. На проверочку. Проверим наши 4 загара вчерашних. Чуть-чуть больше. Вот такая худая. Голодная. Но что-то тоже долго думала. Почти сутки. Сантиметров на 5, наверное, еще длиннее, чем первая у нас была. Так, что у нас здесь? Ночной загар, вымотана полностью, уже хорошо. Вроде бы дернуло. Главное, чтобы за кусты не запутала. И двойник с поводком, с грузиком потеряем. И щука пропадет. Так, ну чё? Утащила туда, к берегу. И, походу, тоже что-то куда-то замотала. Ну да, вон, зацеп. Зацеп. Но пока вроде бы идет. В траву, наверное. Пока идет. Вот она. Ух ты, нормально. Опа! Вторую успели также. Енцекадан. Опять сошла в лунке. Вот он, карасик. Что-то они вообще слабо цепляются. Вот он, пожеванный карасик весь. Весь пожеванный. Абсолютно весь. И опять сошла в лунке. Это еще чуть крупнее. Вот так вот. Вот она. Ну да, по возрастающей идет. Первая маленькая, вторая чуть больше, третья еще чуть больше. Вот так вот, если сделать. Ну да. Ну, практически одинаковые. Вот эти две одинаковые. И опять же сошла в лунке. Енцекадан. Не, Енцекадан не то, что сошла, Енцекадан то, что успел схватить ее в лунке. Так, ну, встречаемся на следующей жерлице. Этот карасик уже, наверное, не пойдет. Попробую на него капканчик поставить. Поставим сюда плотвичку. Плотвичку. Или... Нет, плотвичку лучше. Вот такую вот беленькую, красивенькую. Плотвичку поставим. И будем ждать поклевок. Также поставим через жабры. Так, видно, да, надеюсь? Так. Так. И вот так. И вот так. Вот так вот. Ловись, рыбка. Мала и велика.
Так, 3 загара, это понятно. У нас что осталось? Раз, два, три. И самое последнее, в конце озера, походу, еще один загар. Вроде бы вот видно на белом там конце озера на мели. Так что, вероятно, 4 загара. Чисто теоретически может попасть... О, здесь нет. Здесь, наверное, ничего не будет. Потому что здесь не вымотано ничегошеньки. Просто так, ложная сработка. Щука взяла, и щука выплюнула. Ложная сработка. Ну, сейчас посмотрим, что там, как там. Почему так получилось? Почему? И чего так получилось, не пойму. Вот карасик. Ну, карасик навряд ли бы дернул. Давайте уберем траву с карасика. Давай плавай, карасик. Работай, карасик. Так, ну а на этой жерлице у нас вымотало полностью до петли. Ух ты, это что было? Или щука дернула, или я задел? Так, так. Так. Что-то пока никто не дергает. Неужели опять запутала? Нет, тянет, тянет, тянет. Тянет, тянет. Подтекать смысла нету. Она и сама сейчас подсечется. Что-то пока идет. Опа, опа, опа. Опа, 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 опа. Это покрупнее уже. Так. Так, так, так. Спокойно, спокойно, моя девочка. О, за... Да. Вот так вот. Отъемца, когда... Так. Вот и у нас не сошла. Ну, такая же. Чуть-чуть крупнее, если только. Так. Скажи, это заглотила хорошо. Это красотка. Даже лутка. Как и полагается. Глубокой глотке. Вот такой вот маленький двойничок. Тоже имеет место быть. Как мы видим, заглатывает. И карасик у нас живой. И мы еще сейчас его закинем. Пусть он еще поработает. Как-то он пропустил по поводку. Часть жабры порвал. Часть жабры на месте. Карась рыба живучая, так что, я так думаю, еще немножко поживет. Поплавает. Давай. Работай, карасик. 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 Ловись, рыбка. Мала и велика. Так, ну здесь у нас тоже полностью вымотано. Так. И что-то плотненько идет, такое ощущение, что тоже запутано. Куда-то замотало. Так. Так, 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 так. Так. Так, второй загар. Что у нас здесь? А здесь у нас
Здесь у нас, походу, ложная сработка. До конца не вымотана. Щуки здесь нет по-любому. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Да, в принципе, смотреть нечего. Была бы щука даже небольшая, она все равно бы тянула. А тут катушка вообще не вымотана. Так что здесь щуки, скорее всего, нет. Может, карася украли. А посмотрим. Нет, карась на месте. Карась на месте. Карась живой. И что-то даже следов щук не вижу. Может быть, ветром. Не знаю. Закидываем обратно. До лунки идут спокойно. Потом вот начинают ерепениться. Так. Сразу. Куда-то запутала. В траву, надеюсь. Дай бог, что в траву. Что-то дергает. Что-то дергает. С травой пока идет. По высокой траве. Так, идет. Рвет траву. Вот она появилась. Вот так вот. Тоже мелочевка. Тоже за край. Вот так вот. Ну, спортивной рыбалкой мы не занимаемся. Тем более вон печенку аж выплюнула. Еще +1. И карасик, я так думаю, еще сослужит нам службу. Еще поработает. Пока не побелеет, этого карася мы убирать, конечно же, не будем. Пойдет. Ловись, рыбка. Он еще и шевелится. Мала и велика. Последняя жерлица в конце озера. И как мы видим, она немножко другой конструкции. Если честно, не очень она мне нравится. Прошлый год заказывал через Вальберес или через Озон, не знаю. Но что-то не очень нравится. Постоянно вот здесь вот запутывается. Вот этот флажок, ну, немножко не то. Единственный плюс, она флажок чуть выше, и когда снегопад или что-то такое резкий, то ее издалека видно. Здесь у нас лед потолще. Уже промерз капитально. Видать, вставал немножко пораньше. Кто раньше встает, тому Бог подает. Опа. Кто-то есть там. Кто-то ходил здесь в конце озера. Вот она дергает. Вот она дергает. И сейчас мы посмотрим, кто там дергает. Так. Что, может, луночку побольше сделать сразу? Вдруг там большое что-то. Вдруг там здоровый дергает что-то. Вдруг нам попалась великая рыбка. Вот это еще немножко берем. Ну все, здесь, сюда, надеюсь, уже поместится. Поехали. Ух ты. Опять запутала в траве. Ну, хорошо, если в траве, а не в корягах. Травы тут достаточно. Много всякой разной кувшинки. Камыш. Но походу тут не только трава. Тут еще и коряга какая-то. Блин. Нет. Рвется. Нет. Очень много травы.
Ну, походу идет пока. Потихонечку идет. Потихонечку, потихонечку. Не знаю, дойдет ли. Вот она. Вот она, вот она. Вот она, Энцикадан. Ну, вот это уже более-менее, не хвастай. Достойный размер. И вон сколько травы. Энцикадан. Энцикадан не то, что сколько травы. Энцикадан, конечно же, то, что у нас такой вот замечательный улов. Вот такая вот красотка. Такая же, как вчера, наверное, первая была. Ну, не зря поставили мы сюда в конец жерлицу. Как мы видим, здесь щука тоже есть. Ну все, вот такая вот красотуля. Сейчас сделаем фото на память. Энцикадан. Вот такая вот. Вот такая вот красоточка у нас. Ну все. Доживляем, отпускаем. И пойдем попробуем еще половить живцов. Энцикадан. Все получается. Так. Целый день молчала жерлица. И сейчас вот подошел Денис. С Денисом прошли тут рядом. И прямо услышал, что была сработка. Но не крутит, она здесь. Надо пешню взять. И пусть. Надо пешню это взять. А там переставили сегодня свежее место. Пойдем туда сначала. Проверим. А это нет, это... А сработать-то сработало, дернуло. Но не крутит. Пусть крутит. Пусть пока заглатывает, да. Она дернула, но не крутит. К этому флажку мы вернемся чуть позже. А там вот у нас свежий загар. Сегодня переставили одну жерлицу на новое место. Начал выставляться по этому берегу. Вчера тут лед трещал и не стал выставляться. Поставили свежие жерлицы и сработочка. Сейчас посмотрим, что там. Так. Вот наша сработанная жерлица. Как думаешь, а? Сейчас мы посмотрим. Вымотала полностью. Там это уже. И сейчас мы посмотрим. Пока идет. Так. Намотала траву. Так. Идет траву. Вот она идет. А не идет. Плотва идет, щука не идет. Щука замотала, обсосала и плюнула. Видишь следы от зубов? Собака серая. Ладно, отпускаем опять. На этот раз повезло, щуки больше.
Но не утащила, хоть и то хорошо. Денис говорит, что у меня сработка. Да, сработана жерлица. Сейчас посмотрим. Тоже целый день не было сработок. Ближе к вечеру после обеда вон пошла щука, видать, шевелиться. Третья сработка подряд. Так. Сейчас посмотрим. Не вымотала. Это тащит. Тащит. Сейчас мы поможем ей затащить. Так, мы сегодня ее уже проверяли, оказывается. Сейчас попробуем подсечь. Пока идет, вроде что-то. Попалась проказница. Карандаш, но он наш. Ух ты. Еще и заглотил. Так что поймали мы проказницу. Ай-ай-ай-ай-ай. Собака серая. Еще и укусила напоследок. Ай. Лень было за этим сходить. За зевников щипцами. И покусала. Собака серая. Так. Иди сюда. Вот до такого здорового карасика попала вот такая вот щучка. Она уже срабатывала нам. О, порезала палец. Собака серая. Ладно. Все. Наживляем. Отпускаем. Вот такая вот интересная щука, уродливая. У меня был ролик щука-бутылка. Так вот, она похожа на эту щуку-бутылку. Вот переломанный хвост. Вот, кривой весь. И дальше хвоста она не растет. Вон. Хвост дальше не развивается. Так она вот сколько вот? 20, 40, где-то 37-38 сантиметров примерно. А хвост не растет. Вот такая вот худая, уродливая щука. Так, у нас еще одна сработочка. Иди сюда. Видишь, это длиннее, а это хвост короткий. Так, это у нас сегодня уже срабатывало. Не помню, поймали, не поймали мы здесь что. Вроде бы поймали. Да, поймали. Сейчас посмотрим, что сработало на этот раз. Ничего. Нет? Оп, нет. Сход дернула разик, видать, только-только взяла. И слабовато. Вон. Украла. Украла у нас карасика. Ладно, еще не вечер. Мы сюда сейчас нацепим окунька. Окунечка. Вот такого вот дружочка. Карасика нашего украли. И сейчас у нас еще сработка там была. Ничего не наматывала, тоже поправим. Скорее всего, тоже, наверное, живца стыбзили. Иди, плавай, друг сердечный. На этот раз не получилось. Здесь у нас никто ничего не вытянул.
Значит, навряд ли здесь что-то есть. Ну, проверить надо, тем более, вероятнее всего, украли живца, надо будет поменять. Опа, есть, видишь? Еще есть кто-то. Или сейчас она ударила, или она просто сидела и не дергалась, но она не выматывала. Она не выматывала, а сейчас она просто... Сейчас она просто дернула. Тихо, тихо, тихо. Не идет. Или что это, карась? Карась, что ли, дергал? Может быть. Может быть, карась дернул. Ну-ка. Может быть, и карась дернул. Ладно. Плавает хорошо. Поплавай еще. Может быть, что-нибудь да попадется. Переставили жерлицу. И сразу сработка. Навряд ли это смог дернуть маленький окушок. Скорее всего, это щука. Но почему-то не крутит. Почему-то не крутит. Попробуем подсечь. Она, наверное, во рту держит. Окунь не такой-то и уже большой. Так. Пока подсекли. Только что поставили. И сразу он, только вот на маленького окушка, сразу сработка на новом месте. Вот как-то вот так. Видать, рядом было недалеко. О. Вот именно, тык, сразу, да? Сразу. Че? Сейчас переставим на другую жабру. Одна жабра порвана. Только-только поставил. Прошло меньше минуты. Успел пройти 10-15 метров. И сразу хлопнула. И не мотала, во рту держала. Я считаю, подсек ее. Иди, лови еще. Молодец. Хороший окунек. Так держать. Так, подошли к нашей прикормленной лунке. Попробовал сначала блесну. Блесна не работала. Закинул опарыша, и вот сразу вот такая вот плотвичка. Неплохая, крупная. Даже не для живца, наверное, не подойдет. Так что Масяня. У Ромки есть кот Масяня. Ромка сейчас на учебе. И кот у нас живет у нас. Так что это крупную плотву, если что, если живцы будут не нужны, отвезу Масяньке, гостиниц. Ударил сразу. Лунка прикормленная получается. О! Вот. Опа. Вторая плотва. О, снежок пошел. Ближе к вечеру и пошла ловиться плотва. Это очень хорошо, Янцикаден. А блесну брать не хотели. Не зря прикармливали тутти-фрутти. Плотва подошла. Ох, Иван Григорьевич бы здесь оторвался по полной. Он любит эту плотву ловить. Вот это как раз живчиковый размер. Вот самый то для живца.
Днем брать не хотела, а ближе к вечеру вон пошли поклевки. Когда не знаю, долго ли это будет продолжаться, правда. Но пока клюет. Пока ловится. Пока ловится, надо ловить. Оп. Ох, это, блин, уже покрупнее. О. А блесну брать никто не хочет. Ну, плотва это не хищник, но бывает. Иногда и на блесенку хапает, но это очень редко. Пока ловится живец, будем ловить. Оп. Приподняла кивок. Вот она. Вот она, красотка. Иди сюда, мой красавчик. Пятый. Красота. Ветер стих, пошел снежок. И пошла ловиться плотва на прикормленной луночке. Вот потихоньку процесс пошел. Сколько мы тут уже? 3, 4, 5, 6, 7, 8 плотвичек уже поймали. И поклевки продолжаются. Интересно было, конечно, бы походить с блесенкой по лункам, поискать окуня, но пока клюет плотва, а она клюет, она ловится не всегда. Время клёва у нее ограничено. Пока ловится, будем ловить плотву. Как перестанет, будем, возможно, искать окуня. Вот так вот. Блин, не отцепилась. Потому что на жерлице плотва работает лучше, чем окунь. Но это чисто мое мнение. Сейчас же щучка вон на окушка попала. Ну а так, есть у меня на примете одно озеро, где живут золотые щуки Царского озера. Там на окуней щука внимание почти не обращает, потому что окуней и так там достаточно черных. А вот плотву они там любят. Хотя удивился, когда Серега поймал там плотву. Думал, там плотва не живет. Оказывается, живет. Тоже красивая золотистая плотва. Ну, такую вот беленькую плотву, если туда принести и поставить жерлицы, то, возможно, там тоже мы красивых щучек половим, если все получится. Но не будем загадывать. Посмотрим. Как говорится, будет день, будет пища. Так, плотва плотвой, а у нас еще одна сработочка. Сколько мы тут? Штук, наверное, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 плотвичек и один окушок. И посмотрим мы сейчас, что у нас. Так, вымотала полностью. Вымотала полностью.
Но натяжки нет, натяжка пока есть. Дергает. Ну, не крупная. Вот так вот. Еще такая же. Попала на окушка. На окушка попала. Так, скажи А. Скажи А. Трещит. Вот еще одна щуренция. Янцикаден. Так. Что у нас? Это окушок кулыма, наверное, да? Или еще пойдет? Ладно, поставлю плотвичку. Плотвичка красивее выглядит. Вот такое. Кто еще не видел, как наживляю? Вот так вот через жабры. Так, видно, надеюсь, да? Вот так вот бац. Бац. И бац. И все. И все отлично. Ловись, рыбка. Большая и прибольшая. Янцкаден. Еще +1. Ну вот. Повеселил меня Денис. Составил мне компанию. И поехал домой. Приезжал, если я правильно понял, на сани за черемухой. С черемухой будет сделать сани для лошадей. Заготовки приезжал делать. Так, ну у нас тем временем 3 окушка. Окушки почему-то кверху пузом. Наверное, перепад давления, то что с глубины их на поверхность вытаскиваем. А плотва ничего, нормально. Вон штук, наверное, 15 уже, если не больше. Несколько плотвичек еще поймали. Сейчас до темноты подожду. Может, будет еще сработка. Ага, у нас вроде бы там сработка. Опять та же жерлица сработала, которая только что мы поймали щуку. С Денисом ходили. Так что, видать, там она была не одна. Если плотва не выдернула. Сейчас сходим, проверим. Так. Что, неужели 3-я щука здесь? Сейчас мы это посмотрим. Не, это плотва сдвинула. По-любому плотва. У нас, походу, ни хрена не снимает уже. Видали, да, подходила щука. Прямо к лунке подходила. Поднял плотву. Она прямо здесь вот подошла. Наверное, она и сделала сработку. И здесь рядом крутится. Ну чё, крутись, крутись. Ты докрутишься у нас. Прям до лунки поднималась. 1, 2, 3, 4, 5. Повыше поднимем, попробуем.
Так. Ну, мы тебя видели. Будем надеяться, что ты скоро нам попадешься. Щука здесь есть 100%. Не знаю, запечатлела ли камера. Вот такая вот щучка. Прям подошла вот к плотве. Увидела меня и ушла назад. Так, батарейка у нас одна села. Сработок пока нет. И я что-то не вижу в кармане фонарика. О! Походу оставил на летней кухне. Это не есть хорошо, так что будем, наверное, собираться, потому что без фонарика здесь делать нечего. Так, а там вроде у нас сработка. Сейчас посмотрим. Показалось. Сработки нет. Ладно, оставляем жерлицы до завтра. Сегодня мы поедем домой. Отвезем Валентине Васильевне щучек, которых она вкусно приготовит сегодня на ужин. Головы и хвосты. С тушек сделаем малосолочку, и будет свежатинка, вкусняшка. Итак, ну что, друзья, фонарик везде искал и вспомнил, что я фонарик забыл взять. Остался мой фонарик на летней кухне. Так что без фонарика тут делать нечего. В темноте все кошки серы, как говорится, все жерлицы одинаково. И хоть и лед крепкий, надо уходить. А там еще все-таки, откуда мы пришли, щучка, которая поднималась к лунке, опять сработала жерлица. Ну, не знаю, попадет, не попадет. Пока подводим итоги. За сегодняшний день мы поймали 9 щук. 9 щук. Вот такая вот красота у нас. Порадовала, конечно, вот эта щучка. Около 2 килограмм, наверное. Вот это, наверное, полторашка где-то. Ну и вот эти тоже, ничего, нормальные щучки. Я доволен. Результат впечатляющий. Кроме этого, мы половили вот запас живцов, сделали небольшой. Вот такой вот запас живцов, штук 20 есть по-любому. Как-то вот так. Сейчас пойду гляну вот ту жерлицу. Если что-то попадет, сделаем включение. Если нет, то давайте подводим итоги и давайте прощаться. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. А она уже будет завтра. Сегодня мы на летнюю кухню не остаемся. Сегодня мы едем домой. Ну а завтра, как проснемся, приедем и проверим наши оставленные жерлицы. И по результатам будем уже решать, что делать дальше. Но, скорее всего, будем поднимать и переставляться на другое озеро. Спасибо, озеро, и на этом. А у нас, походу, где-то была еще одна сработка. Что-то, по крайней мере, я слышал. А нет, это бутылка. Спасибо большое, озеро, за пойманных щук. Все прекрасно, все здорово. Увидимся, друзья. Надолго не прощаемся. Так, ну что, будет у нас 10-я щука? Нет. Что, опять не размотала? Нет, на этот раз она размотала. Полностью. Даже что-то и дергает пока. Вот она и была. Вот она и подходила. 10-я. 10-я, друзья. Так что будет у нас включение еще. И новое подведение итогов. 10-ю щуку мы все-таки поймали. На этот раз заглотила она
Капитально. Ай-яй-яй. Бедный палец. Второй раз уже попадает в щучью пасть. Так. Живца меняем. И без фонарика уже... Так, что? Вот этого маленького окушка поставим, наверное. Посмотрим. Завтра посмотрим. Молодец, жерлица, на новом месте поймала 2 или 3 щуки даже сегодня. О, опять кровинушку мою пустили. Вон. Так, где крючок-то у нас, двойничок? Не, все надо дергать уже. Уже ничегошеньки не видно. Сейчас будет темнеть на глазах. Блин, чуть-чуть зацепила, кровь хлещет, как с порося. Ладно, на запах крови, на запах моей крови прибежит трофейная щука.